Почти 2 дня с иголкой внутри провела Зейнеп Урунбаева. 11-летняя девочка выжила чудом. Иголку она проглотила случайно, зажала ее во рту, чтобы заколоть хиджаб. И резко вдохнула. Я даже не поняла, как иголка проскочила внутрь. Все случилось очень быстро. А когда поняла, что проглотила ее, очень испугалась. Игла почти в 4 сантиметра длиной попала в дыхательные пути и застряла в легких. Это обнаружили врачи Джалалабадской областной больницы, куда привезли маленькую пациентку. Однако помочь ей тут не смогли. Мы очень боялись, что она может умереть. Иголка все это время была внутри. Зейнеп было трудно дышать. И нам сказали, что надо немедленно ехать в Ош, в областную детскую больницу. Операция по удалению иголки из легких длилась около часа. За нее взялись директор Ошской межобластной детской клинической больницы Абдисамин Анарбаев и заведующий хирургическим отделением Калдар Айбашев. Мы пытались провести экстренную бронхоскопию, но иголка засела очень глубоко в правом легком. Удалить ее получилось только при помощи торакотомии. Стоит отметить, что операции по удалению инородных тел в Ошской детской больнице проводят регулярно. Чаще всего на операционный стол попадают дети в возрасте до 3 лет, которые без присмотра родителей умудряются глотать монеты, булавки, пуговицы и даже ручки. Между тем, пострадавшая девочка уже чувствует себя хорошо и при благоприятном прогнозе совсем скоро снова сможет вернуться домой. Алена Смирнова, Нурсултан Кадыркул Улу, ЛТР, город Ош.